ветерок, хорошо. Так, ребят, всем привет. Ну что, очередной выход по налиму, ребята. Весна 2026, это скорее всего крайний выезд. Или последний, опять же придираются. Нет такого слова крайний. Не знаю, ребят, как бы, ну кому-то режет уши, да, вопросов нету. Ну как-то что-то вот так. Да, это скорее всего, ребят, последний в этом году. Ну понятно, что в прилове он, возможно, будет попадаться. Он еще до июня бывает клюет. Но в этом году как-то все странно. Ранняя весна, половодье я пытался, вы знаете. Вот, ну, по половодью я его не нашел. Предыдущая рыбалка позвенел маленький, но уже клюет белая рыба, ребят. Соответственно, донки-закидушки уже отходят в сторону. Впереди рыбалка на леща, фидер. Ну и все в этом духе. Сегодня у нас 20 число, если быть точным. Да, 20 мая, ребят, 15:43. Как обычно, пораньше прилетел. Да, я прям место не узнал, ребят. Был здесь весной. Ну, был здесь еще снег местами лежал. Вот, я здесь ночевал. Кто помнит, палатку прям на снег ставил, на наст. Ну, а сейчас открытая полка. И причем очень-очень здорово открылась. Уже, в общем, полноценная летняя рыбалка, я бы так сказал. Погода, ребята, у нас шикарная. 20 сегодня 5, что ли, или 22. Немножко обороты сбавила, а то 28-30 стояло. Вот сейчас практически вся неделя теплая, ребят. Ну и вот сегодня похолодание такое. Ночью даже до 6 упадет. Ну, я считаю, что до этого было там 15-12 ночью, сейчас 6. Ну, на реке градуса 4, наверное, будет. Вот. Так что не знаю. В общем, приехал, ребят, на одну из точек. Добрался пока хорошо, но местами уже коряги, смотрю, начинают вылазить. Уже, ребята, глаз да глаз. Уже так не походишь. Борзо, как по половодью. Повороты режешь, уже все. Уже пляжи открываются. Ивняк вот этот. И коряшки уже начинают торчать. Фарватер постоянно меняется, ребят, каждый год. И, соответственно, половодьем какие-то коряги заносят, бывает. Они врезаются ветками, корнями в дно. И, в общем, дорогу надо прокладывать. Покатаешься раза 2-3, в общем, потом поймешь, как ходить. Ну и здесь по месту вот такой бонус прилетел. Сейчас покажу, ребят. Целая елка, да, метров 30, наверное, забрала рыбацкое пространство. Ну ничего, в принципе, здесь нормально. Я уже тут походил, прикинул, как говорится, что к чему. Вот. Ну, попытаемся половить налима, ребят. Здесь ямка, приямок, соответственно, там будем пробовать налима. Ну, а уже по основному пляжу пытаться ловить белую рыбу. Я взял донки, я взял закидушки. В общем, черви есть. Благо, огороды копаются, червь добывается. Все отлично. Вот такие дела. Так что потихоньку лагерек. Сейчас оборудуем. Ну и начнем шмалять, кормить рыбку. А вдруг язек с вечера, лещок. Все возможно. Сейчас покажу, ребят, примерно плюс-минус, ну, что как будет у нас тут происходить. А так все четко. Да, уже, ребят, комар вылетел. Вот. И, соответственно, уже здрасте. Здравствуйте. Уже вот так не посидишь, не покайфуешь. Тоже спрашивают, что типа не разденешься. Ребят, да ладно, жарко. Во-первых, клещи, насекомые, и занимаешься всякими дровами. Ну какая футболка? Я же тут не на пляжу как-то тут в шулансах не кайфую. Похожу по лесу. С клещами аккуратненько. Кстати, по поводу клещей, вот как справляешься. Ну, во-первых, привиты, ребята. Во-вторых, ну, не знаю, покупаю дорогие аэрозольки 7 в одном. 7 в одном, это прям труба. Это бензин, керосин, что ли, не знаю. Конечно, экстрим. Тут написано комар, клещ, слепни, мошкам, блохи, мокрец. Короче, тут все. От змей даже, наверное, помогает. Ну, не знаю, в общем, такая вот, ребят, штучка. Да, ценник, конечно, конский. Ну и вот энцефалитки. Это не просто, ребят,
так скажем, да. Курточка. Здесь специальные вот такие есть, типа как карманы. Не карманы, а вот такие, видите, полосы. Это вот как раз именно по поводу клещей, ребят. Клещ, если поднимается, естественно, он любит мягкие места, шея, ляжки, промежности, подмышки, яйца. Ребят, не смейтесь, сколько яйцов парней клювало, это дай бог. И может еще куда-нибудь туда залезть, что ты там даже не увидишь. Ну и вот как бы вот он ползет, и вот по идее вот в эти карманы он попадает. Что на спине, ну вообще по всей куртке. Курточка старая, но рабочая. Так же как и кепка, так же как и шапка, ребята. Здесь нет никакого парада моды. Мы красивые внутри, как говорится, да. И если вещь работает, да, я ее стираю, ребят, она пахнет приятно, но если она выглядит застирана, как бы, ну и ладно. Мы здесь не красуемся. Кому-то не нравится, ну, извини, моя красавица. Так что такие дела, ребятки. Ну что, последний раз, ребята, он трудный самый. Я думаю, зацепим и налима хорошего. А чё бы и нет. Сегодня традиционная еда будет, ребят, налимья. Многие уже, наверное, поняли намека. А закрытие будем, наверное, совершать, да, потому что я уже мотором шел сюда примерно 25 километров. Не примерно, а да, я почему так уверенно говорю, ребят, когда я поднимался наверха, практически 100 километров, я специально замерял километраж, скорость, шел с эхолотом, ну, с навигатором. И вот примерно я сейчас знаю, сколько, что почем, сколько расход, сколько хватит до сюда, не хватит. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, я дома, ребята. Сами понимаете. Поехали. Немножко пробежимся по месту. Вот такие, ребят, барханы намыло. Вот этой дырки не было. И видите, как такую дырку намыло. Тут выход с ручья, тоже его перемыло почему-то. Вот как раз сюда лодка зашла, прям как в гараж, идеально. Основная яма здесь, вот именно конкретно, даже чуть-чуть дальше. Вот, ну там, ребята, жижа, я пробовал туда пройти за кусты, там скрывает по колено, невозможно. Начнем от лодки и вот заканчивая вот этим деревом, ребят. Здесь будут стоять донки, точнее закидушки. Постоянно подправляют. Донка это именно на палке, а закидушка это именно который на мотовилке. Ну я не знаю, для меня это донка. Что это донка, что та донка. Фидер, английская донка, как бы. Донка, донная снасть, ребят. Вот. Ну вот здесь 3 штучки, я думаю, влезут конкретно. Вот, забирает, ребят, видите, полку елка, метров 30, наверное. Она прям врезалась сучками. Вся такая грязная. Я думал попилить ее, но нет, ребят. Она вся в песке. Тем более новая цепь у меня. Прям новая стоит. Не буду я трогать. Дождиком помоет ее летом. На осень. На осень будут шикарные дрова. Ну и вот продолжается, ребята. Пляж. Здесь уже будут стоять у нас уже удильники. 6 штук. В общем, 9 снастей будут стоять. Кто помнит, ребята, кидал я вот оттуда весной. Ну вот, как-то она так. Видите, да? Как упала вода. Вот от того дерева я шмалял. Ходил там по снегу. Остановился наверху. Здесь, во-первых, продувает. Есть прошлогодние дрова. Пожгу их. Как бы за дровами не поеду, даже пиво не поднимал в лодке. Порубаю, может, какие-то ветки, вот эти елки. Ну, мне, думаю, достаточно. Маленькую палатку поставлю в палисадничек. Вот. Здесь будет продувать, меньше комара. И будет обзор шикарный. Такие дела.
Так, ну что, хата наша готова. Сразу, ребят, пока время есть, сделаю, чтобы потом не отвлекаться. Пускай немножко подышит. Было дело, попал в этом году с дождь. Ну, сушил, конечно, дома ее, но все равно запах такой неприятный. Подушка. Так, здесь флиска. Ну, ночью холодно будет. И спальник. Думаю, не замерзнем. Думаю, не замерзнем. Пускай все тут у нас уже готово будет. Только залезть, загрузиться, как говорится, и отдыхать. Все. Кстати, спрашивали по поводу палатки. Что за палатка? Nordway, ребята, Орион 2. Не знаю, конечно. Сейчас есть они вообще в производстве. Этой палатки, ребята, столько же, сколько и мне, блин. А так живая. Ни хрена не весит. Хоть рюкзак ложи куда-нибудь, пешие походы. Нормально. Работает, в общем. Так, здесь нам ничего не надо. Сторону берем. Четыре часа рановато, конечно. Ну ладно. Черви есть, ребят. Знаете, будем рассчитывать, что езек бахнет. Блин, он прыгает уже. Мужики тоже рассказывают. Но ни хрена не клюет. Он еще не питается почему-то. Только-только начинает шевелиться. Так что, не знаю, посмотрим. Понятно, что мелочь, бесполезняк сейчас. Что-то тут выделываться. Ну, пускай будет. Приехали же на рыбалку, правильно? Правильно. Так, все вроде четко. Агатульки заводские, надонки старые тут нашел. Поехали, поставим. Странные следы, ребят. Такие копытца. Ну да, по-другому-то не назовешь. Непонятно. Кабанчик, что ли? Косули у нас нету. На лося тоже что-то не похоже. Кто-то к реке выходил. Ну да. Может, лосенок. Лосенок, может, маленький. Странно.
Чё, погнали. Далее. Ой, далеко, наверное, кидаю. Поближе, ну, разную дистанцию, ребят, буду кидать, смотреть. Чё да как. Дядька проезжал, троллингом ходит. Получается, с верхней деревни. Пытаюсь, говорит, что-то пытается, короче. Кто тут жужжит? Не надо тут жужжать. Пока по 2, ребят. И то это многовато сейчас. Понятно, что кормить буду. Он уже клюет. Мелочь. Долбит. Долбит колонка. Так, ребят, осмотр небольшой. Все у берега. Соточки не держат. Трава, скорее всего. Посмотрим, как часто нам надо будет гулять по закидушкам. Вон леска. Что-то рыба, что ли, какая-то. Ага. Кто там у нас, интересно? Окунь, что ли? Ну, окунидзе, ребята. Окуни уже клюют. Что будем с ним делать? Мелкий окунек отпустим. Пускай живет. Окунек. В общем, уже просыпается рыбка. Так и есть что. Ну, трава есть. Не так сказать, что много. Сколько стоят донки? Час. Ну, все равно присутствует. Окунидзе. Червь активный, жарко ему, ребята. Бедолаги. Блин, надо полотенце взять в карман.
Окунючек, окунек. Первая рыба. Да. Полотенце, ребята, надо брать. Поехали, ладно. Сейчас перекину все. Посмотрим, что у нас тут. Зацепы, не зацепы. Вот тут на точке глубина 1,5–2 метра. Вот здесь. Еще рыбейка, ребята. Тоже окунек полосатый. Окунь малька походу гоняет. Этот заглотил. Засранец. Опа. Давай. Он так-то стоит, видите, ребят, просто трава набивается и вот начинает ее стаскивать. Сопротивление начинается. Трава это у нас, блин, без нее никуда вообще, летом и зимой нафиг. Тут такая же история. Да ладно бы, окунь бы был, ребят, человеческий. А тут окуняшки-то маленькие, небольшие. Тоже заглотил. Крючки большие, хорошо цеплять. Окунек. А где белая? Окунек есть, а белая где? Так, все отлично. Так, ну на закидушках, ребятки, окуньки. Посмотрим, что в ямке. Пекло, блин, ветра нету. Блин, скажет, что май вообще. Так, ну что тут у нас, ребята? Ямка-то что у нас? Грязная, нет? Ну тут тоже крутит. Есть мусор. Ух ты, ёрш. Ну, в яме ёрш. А в яме, ребята, ёрш. Все, ёрши проснулись. Но если ёрш есть, значит, налим должен ходить. Рыба ёрш. Давай. Ну вот, трава есть, ребята, плохо. И в яме трава, там крутит, потому что, ну а здесь тяга и далеко как бы кидаю. Придется походить, поработать. С одной стороны тоже хорошо, когда вот вынужденно идешь, да, и вот перезаряжаешь, потому что донка клюет. Время быстро проходит, ребят. Бывает, бум-бум, пока сходишь, чик-чик, перекурчик, костерок подправишь, там, хоп, поклевочка, чик-чик, ага, полчасика прошло, пошел, перезаряжаешь. Так смотришь, уже рассвет. Ну, тем более, белые ночи. Вообще, можно даже и палатку не брать, по сути. Так рассвело, и собраться, и в 4 утра там спокойно можешь ехать домой, да, допустим. Ну, я так, тоже, плюс отдых. Все. Так, ну ладно, пока все нормально, в принципе. Все меня устраивает, все четко. Трава, ну трава что, трава она постоянно у нас. Пальцы страдают, конечно. Куда-нибудь какой-нибудь ветка воткнется, там что-то еще. Ну вообще грязно все это. Руки очень сильно страдают от такой рыбалки. Постоянно сырые, и в воде, и в грязи, и, в общем, не крути, как ни крути. Так, я, наверное, ребят, подготовлюсь к ужину. Приготовлю я его спокойно, чтобы потом не отталкиваться от этого. Ну, то бишь, потом уже не думать. Разогрели, покушали там, ну, перекусили, допустим, доели, не доели. Но оно уже стоит уже. И
не думать. Потом мало ли рыбалка будет, бегать придется, тут потом некогда будет до этого. Я сегодня просто еще ничего не ел. Огороды сегодня были. Огороды, картошка. Да, в деревне, ребят, как-то так. Весна это движуха. Сейчас трава пошла, косить надо будет опять. Ох, трава это. Зимой снег, летом трава. Как ни крути. Сейчас главное, труба эта спрячется. Блин, палит вообще невыносимо. Очки уже снять хочу. Так, ребятки, ну что, приготовил все. Сковородочка. Так и не поменял еще. Она у меня такая немножко выгнулась. Ладно, руки пока не дошли. Что, ребят, сегодня у нас печеночка. Наша любимая. Знаменитая. Печенка, кстати, лежала в сумке в холодильнике. И она еще полностью не отошла. А это, ребят, я вам скажу, даже лайфхак. Когда она вот такая, видите, заморожена, ее сейчас очень быстро можно порезать. Прямо вот так. Не стесняясь. Нежели, когда она полностью разморозится и по одной там ее скоблить. Не очень удобно. Так. И вот так сейчас еще. Вот так наблюдаю, чтобы желчного пузыря не было. А так я ничего не мою. Очень крутая штука. Это традиционно, ребята, у меня на канале. Пища богов. Очень вкусно, быстро. То бишь, ну, понятно, что можно какой-то гарнир еще сделать, да? Но именно, ребят, кушаем икру ложками. Все. Так, нальем маслица сразу. Бубенчики там звенят, калашматят. А пока не буду конетелиться. Рано еще. Наливаем масло. И нашу печенку, ребятки. Целую пачку. Для одного, конечно, многовато. Но ничего, это у меня будет обед, ужин и, возможно, еще и завтрак. Возможно, еще, ребята, и завтрак. Так. Дощечку помоем. Кстати, тоже спрашивали, где такую доску взять. На Озоне, ребят, можно найти. Она, это же не просто доска разделочная, это вообще идет как тарелка. Подача красивая, да? И еще тут рюмочка идет деревянная. Это мне братулес подгонял. Да, красиво смотрится. Но в целом красиво смотрится, когда вот сюда что-нибудь положишь, ту же печеночку. Так, ладно. Целая головка лука. Лука мало не бывает.
без лука, ребят, это не блюдо. Можно, конечно, сделать, но лук даст свою нотку. Так. Сейчас все уберем, это потом сожгем. Так. Такс. Как сказал бы мой знакомый. Такс. Все, лучок. Давно не готовил, что-то прям захотелось. А в морозилке смотрю, печеночка лежит. Я думаю, ну что, нахватим. И сметана была. В общем, ребят, 3 ингредиента, которые друг друга совмещают. И получается очень-очень вкусно. Готовится 15 минут. Так, лучок сюда, ребята. Вот. Банка сметаны целиком, но это в конце. Сразу можно посолить на глаз. Отлично. Ну и специй добавлю. Вкусных. Все, ребята. Ставим все это дело на огонек. И все жарим, ребята. Вот такие дела. Так, ребятки, ну что, 20 минут она у меня томится. Видите, как бы сразу с луком, ребят, и печеночка доходит, и лучок. Лук дал сок, это специи. Газа там понты уже, остатки добиваю, короче. Ну и все. Теперь, ребят, самое основное — это сметана. Туда, ребята. Целую баночку. Вот. Куриную печенку, ребят, испортить, то бишь как-то правильно приготовить неправильно не получится. У всех все получится. Делайте. Я знаю, что многие уже готовили и оценили это блюдо. Простое. В любом магазине можно купить. А если уже свиную, ребят, или там говяжью какую-то, или там лосятину, то там, да, там можно, ребят, как ее испортить, ее можно передержать, и тогда она станет резиновая. Все. Теперь у нас сметанка должна превратиться в соус. Еще подержим минут 5.
сметанки. И будем снимать. Я люблю, ребят, чтобы, знаете, как типа как подливка была. Ну, там к любому гарниру, гречки, к рису, там, к пюрешке подойдет. Ну, а мы будем кушать так. Все. Еще 5 минут. И будем снимать. Вкуснятина. Ну что, прошу к праздничному столу. Вот это, ребятки, пойдет. Она постоит немножко, и сметана загустеет. Не так жидко будет, как горячая. Блин, ну тут многовато. Будем всю ночь кушать. Так что подтягивайтесь, ребят. До деревни доезжаете. И от моста 25 наверх. Там в одном месте в аккурат. Перекат уже тоже вскрывается. Вот. А вдоль села левой стороной, правой стороной идите. Потому что там старые вот эти, как и сказать, боны, что ли. Вот тоже уже начинают пузырить, смотрю, вода. Ну, уже, возможно, там можно будет мотором задеть. Ну и, в принципе, все. Связи здесь нету. Позвонить я не смогу. Короче, найдете, ребят. Так, ну что, ребят, давайте. За закрытие в этом году рыбалка не удалась по налиму. Но все же. Как-то ну так. Комар, вон солнце ушло, и все, комар пошел. Ваше здоровье. Блин, за 3 дня, ребят, зазеленело все. За выходные просто. Еще до этого ездил, не так зелено все было. Ну, местами. А тут все уже зеленое. Лето самое настоящее. О, погода чудит. В этом году погода прям, ребят, дает. Она как начала с осени. Да. Осень теплая была. Ну, грибы пособирали белые хорошо. Потом зима какая-то непонятная. Ждали первый лед долго. Дождались. Снега не было. Потом как засыпало, так засыпало. Снега было, мать моя женщина, в этом году. У всех, да, кстати. Потом непонятная вода, слуд никак. Ну, короче, вот и ранняя весна. 20 мая. Просто такое ощущение, что 20 июня. Ну да, плюс-минус. Я обычно день рождения отмечаю, вот такая же вот атмосфера. Ну-ка, ребята, сейчас я ничего не пробовал. Ни на соль, ни на что. Я думаю, все четко. Идеально. Я говорю, тут испортить никак нельзя. А еще я люблю вот так.
Это вот так надо есть, ребят. Ну, на ужин на двоих сковородочка разлетается. 3 секунды. Летом просто тяжело довести печенку. Все то же самый окунек, ребята. Мелкий окунек. Смотрите, на крючках висит, да, вот и щука, если бы ходила, могла бы ударить. Так, ребят, в яме. Опа. А это уже пескарь, я думал ёрш. Ничего себе. Это уже пескарек. Раньше много было, на удочку ловили их так. Вот такие были. Классно живется, ребят, на щуку. Да, вообще на все. Красавчик. Так. Ладно. Короче, там окуня, здесь ёж-пескарь. Вот такие дела. Кукушки летуют. Черемуха цветет, ребят. Запахи уже такие, знаете, в лесу приятные. Немножко жара спала. Поел еще горячего и выпил 100 грамм. Кровушка загуляла. Ну все. Ну, к 9, ребят, контрольно сделаю. Пучки поставлю хорошие. Ясь, походу, не берет. Еще. Тут окунь страшно попадается. Да вот такой. Тут ёрш. Вот пескарек еще попался. Вот. Пока ничего в садок не закинули. Сегодня садок сзади взял, не забыл. Пока садок не мочим, ребята. А так вот, чтобы вы понимали, вот я оттуда бросал. Представляете, да, вот как вода была, грубо говоря, 2 недели назад. Фух. Ну, еще упадет. Ну, давай, местечко, я в тебя верю. В этом году здесь 2 маленьких попалось, когда еще снег был. Когда-то очень хорошо здесь заставали, очень хорошо. Первый окунек, ребят, которого можно взять. Такой уже более-менее садочек можно загрузить. Грамм 150.
растущая луна. Время, ребята, 9:30. Перезабросился. Ну, короче, пока ничего не меняется. Там окуни. Попался такой более-менее, забрал, короче. Он и заглотил там капитально. Даже в садке уже еле-еле дергается. Ну и тут ерши. Ерши тоже такие огромные. Пошел конденсат. Вот такая изморозь. Запалил костерок, в общем. Не знаю, ребятки. Выход на Лима, по идее. По белой рыбе вообще тишина. От слова совсем. Я еще до этого ездил, ельцы там всякие попадались. Голавлик, сорожка, ну, на течении там. То здесь на песках окунь мелкий какой-то пасется и все. Ну, перезабросил, что. Сейчас обильно похожу, покидаю. Посмотрим. А так все съедено, блин. Насаживаешь, понту нету. Потому что уже эти проверил. Эти проверяю, тут уже какая-то звенела уже. Прохладно. Переоделся. Так прикольно, ребят, уже белая ночь. Ну как, они не особо, конечно, белые, но без фонарика спокойно видно. Вот, в принципе, больше и не потемнеет. Так и будет. Птицы даже вон спокойно чирикают. Похолодало, да. 6 градусов. Ну, на реке, наверное, градусов 5 будет. Зараза. Молчит. Молчит. С вечера, если не показал себя, скорее всего, и не будет. Грязи очень много. Вот, ребят, чищу, да, ну понятно, вот это свежее. Здесь, возможно, вот эта трава с полей, которая затоплена. Но в основном-то вот это лист, это прошлогодний лист осенний, который упал и вот его тащит. То бишь за зиму его не стащило. Он хорошо прилип. Сейчас его течение подняло. И он прет. И вот такие кучки возле каждой донки. Это говорит о том, что я проверял.
5-й раз, да? Охренеть. Не сгнил ничего. Его за зиму не стащило. Ни за осень не стащило. Он где-то осел. И сейчас его со дна где-то дерет. И вот такая хрень, блин, липнет. Ну а так в целом клиент, ребят, вот какой. Пескарь здесь. Насажу я его за спинку. Вот он обдирает. Опа. Попался, ребята, все-таки в ямке-то. Никодимчик. Ой, что-то весь какой-то коцаный бродяга. А вот ямка-то и не подвела. Даже не звенел. Тут крутит хорошо. Опа. Вот такой. Какой-то неинтересный такой. Да, странно. А не звенел нифига. Ну, в ямке, ребята, попался. Ну чё, к окуню пойдешь? Иди, брат, к окуню. Вот так вот.
2:11, ребята. Традицию не изменяем. Постоял до 2 часов. Попался все-таки один засранец на яме. Не извинял нифига. Но я все перезарядил. Все, завалился в свою старую маленькую палатку. До боли уже, ребят, пораженный старый спальник. Старая шапка. Старые мы. Да. Всем спокойной ночи. Ребята, добрейшего. Уже не поваляешься. Солнышко будет, ребят, в 6 утра, 6:30. В палатке стало жарко. Так, что-то скинул спальник. Открыл дверь. Комар начал залетать. Короче, ладно. До 7 провалялся, думал, вставать буду. Ну, 4 часика кемарнул. Я считаю, это уже плюс. По традиции, ребят, плюшка на завтрак с чаем. Вот. Ну, в общем, что, вырубился, ребят, просто изумительно. Только прилег, глаза, пук. Ну и все. В палатке я сплю классно. Не, ну и все контролирую, как бы слышно. Периодически, если глаза открываешь от какого-то шороха. Конденсат был. Сейчас надо, чтобы все просохло маленько. Сумки. Палатка сама. Сейчас пока марафет потихоньку буду наводить. Ну, вчера, получается, что, ребят, не знаю, в час попался, да, налим. Вот. Я вчера не поленился еще, думаю, ладно, заряжу, хотя уже не было желания. Даже ночью все объедало. Скормил 1000 червей, блин. Окунь, ерш, пескарь. Вот один попался. Стабильное закрытие. Рыбалки по налиму. Начинаем другую рыбалку. Такие дела. Так, ребят, ну что, подсобрался маломайски. Смотрю, вода еще упала. Водичка падает. Крайне неудачно почему-то идет трава вообще.
Вода вот падает, да, казалось бы. А травы, ребят, немерено. На закидушках тем более. Ладно, что. Собираем снасти. Грузимся. И до дому. Трава, да, почему-то. Очень много. Вот, видали? Сколько? Ну, понятно, крючки пустые. Крючочки пустые. Насаживал пескаря, ребята. Ну, видать, налимчик его обсасывал. Видно, весь обсосанный. Но выплюнул. Походу мелкий был. Остатки добьет. Хватало, значит, на пескаря-то. Ну, понятное дело, червей-то нету. А тут пескарек. Че бы не взять, да? Камратик. Ох ты. Ну, что-то холодно было, я и забыл. Точно, точно. Ладно, выйдем на течение, там погреемся. Там погреемся. На течение. На течение. Все, ребят, закончил рыбалку. Как обычно, все сами видели, кто досмотрел до конца, конечно. А то бывает, задают вопрос, а потом говорит: ой, Андрюха, извини, говорит, не досмотрел, говорит, а ты ответил. Ну все, ребят, заканчиваю по налиму в этом году. Сезон крайне неудачный вообще. Просто на нет. У меня такого, наверное, сезона я еще даже не припомню, ребят, чтоб даже вот как-то так. Пустые рыбалки были. Две рыбалок. 2 или 3 рыбалки. 2 точно. Поклевки даже не видел. Не то, что там мелкие, не мелкие, вообще. Ну, в целом, как есть, в общем. С десяток, наверное, общее мелких налимчиков, ребят. За сезон это получается 6. Это неделя рыбалки за весну. Неделя ночевок, 7 ночевок. Вот такие дела, ребят. Ладно. Пишите, ребят, кто как отрыбалил по налиму, если есть такие. Кто-то сейчас, наверное, только начнет рыбачить на оби, там, на олени и так далее. А так, в целом, у кого как, ребят, по налиму, если кто рыбачил в этом году, напишите, будет интересно почитать. Как, на что, ну и так далее. Все, ребят, давайте я чайку и до дому. Дрюня рыбачит, это его лайф. Катит по реке, получает кайф. Термос, лодка, теплый плед. На реке встречает он рассвет. Серое утро, туманный сигнал. Спиннинг закинул, вошел в астрал. Он не любит сидеть у окна. Реки и плес, вот его страна. Дрюня, Дрюня, 11 рус. Включу его видосик и оторвусь. С уловом грузит в чат. Никогда не слышал от него мат. Ему лучше там, где течет вода, где тишина заменяет слова. Город спит, а у него дела. Снова жирлица не подвела. Для Андрея важен не вес, а этот воздух свободы и лес. Дрюня, Дрюня.